Ближе к Новому году в Якутске обещают открыть франшизу KFC. Давайте узнаем, как эту новость восприняли горожане. Та-да-дам! Развитие города — это уже хорошо, то, что много магазинов, кафешек строится. Я не ем KFC, я спортсмен. Хорошо. Клево же. Это же KFC. Положительно, в принципе. Положительно. Ну, положительное, что будет нормальное заведение, а отрицательное, что там будут школьники сидеть как в ТРК. Я не любитель. А минусов, наверное, нету? У меня там просто есть самое такое любимое мороженое. Соевое мясо, там все дела. Невкусно. А вы часто едите фастфуд? Ну да. Я по праздникам только, ну так картошечка и такое. Ну, не всегда. Редко. Как вы думаете, как это отражается на вашем здоровье? Даже не знаю. Это плохо, но они же вкусные. Ну, конечно, если часто вредно. Ожирение, сердечные заболевания. Мы толстеем, у нас тут все лишнее появляется, потом худеем. Стой. Мне кажется, или все люди идут туда? Что ты стоишь? Бодрее. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что скоро... Давай спросим у детей. Как вы относитесь к тому, что скоро в Якутске откроют KFC? Ура! О, очень положительно, да. Нормально. Шикарно даже. Нейтрально. Я не ем фастфуд. Там очень вкусная еда. Всем давно очень хотелось курицы. Вкусной курочки. Если кому-то от этого будет хорошо, то это будет здорово. А чем она отличается от обычной домашней курочки? Панировочка фирменная. Фастфуд как-то вредит вашему здоровью? Да. Ну да, но иногда можно позволять. Лишний вес. Минус. Я об этом даже особо не задумываюсь. Быстрота. Плюс. Рабочие места для молодежи. А что больше всего вам нравится? Картошка фри, кола. Я захотела картошки. А как часто вы едите фастфуд? Редко. По мне не видно. Там ребенок ест картошечку. Как вы относитесь к тому, что скоро в Якутске откроется KFC? Очень хорошо. Кажется, я хочу картошечку. Чего все кушают картошечку? Отлично. Не знаю, я не кушаю фастфуд. Первое время не очень было, потому что там много народу было. Ну, это же KFC. Смысл жизни. Бедро будем кушать их. Ну, курочка, бедра. Самое популярное, можно сказать. Все же подростки нуждаются в этом. Как думаете, как он складывается на вашем здоровье? Плохо, наверное. Я сказала, складывается. Складывается. Пип. Как вы думаете, как это складывается на вашем здоровье? О, я не знаю. Складывается. Я опять сказала. Что я сказала? А как вы думаете, как это складывается на здоровье? Сказывается. Плохо, наверное. Ты чувак похож на Эминема. О, это отлично. Положительно. Почему? Потому что я люблю курицу. Надеюсь, это будет очень вкусно. Хотя я не очень люблю такие заведения, если честно. Нормально было бы здорово. Честно, не жарко, не холодно то, что KFC откроется. Ну, чтобы проверить, просто схожу туда. Часто навещала KFC. Ну, мне нравится их блюдо. Это сытно, а минусов много, и перечислять их можно долго. Поэтому это зло, да. И на здоровье это отрицательно сказывается. Мы все-таки медики, мы знаем это. Чего? Как вы относитесь к тому, что скоро в Якутске откроется KFC? Фастфуд. А что такое? Фастфуд. Не знаю. А вот это неожиданно. Мы выяснили, что жители нашего города осознают весь вред фастфуда, но все равно его употребляют. С вами была Рая Соколова. Всем пока! Всем привет! Секунду. Ой, я потерялась, я забыла слова. Итак. Эй. И вот мы выяснили... Нет, смотри. Еще раз. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ВСИЭМ. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего – маслом машины. Руки стилиста – водой душистой. У визажиста – румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.